Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мухтарам джамаат. После долгого перерыва мы с вами продолжаем изучение акиды имама Тахави. Мы с вами изучили примерно половину текста. Кто у нас не присутствовал на уроках, есть возможность посмотреть на канале в YouTube, либо у меня на страничке ВКонтакте. Ну а мы с вами продолжаем наши занятия. И наша сегодняшняя тема – ат-таквин. Ат-таквин – это один из сифатов Аллаха Тааля, то есть создание, сотворение. Имам Тахави по этому поводу говорит: «Валя якуну мукавванун илля битаквинихи, ваттаквину ля якуну илля хасанан джамилян». Имам Тахави говорит: и любое создание возникает только благодаря вот этому божественному сифату таквин, творение. И божественное творение может быть только благим, может быть только хорошим. И здесь в этом вопросе есть небольшое разногласие между нашей матуридистской школой и школой имама Абуль-Хасан аль-Аш'ари. Мы, ханафиты, матуридиты, признаем этот сифат как отдельный сифат Аллаха Тааля, а аш'ариты говорили, что он является результатом божественной воли, могущества и знания. Так вот, с нашей точки зрения, в основе любого творения лежит этот сифат Аллаха Тааля. И толкуя этот текст, имам Бабирти поясняет, что подразумевает под собой таквин, создание. Имам Бабирти говорит: «Вахуа таквину лил'алами ва ликулли джуз'ин минху фи вакти вуджудихи». То есть, таквин, создание, подразумевает сотворение мира и каждой его частички в то время, когда она должна появиться. То есть, мы с вами на предыдущих занятиях говорили про знание Аллаха Тааля, говорили, что оно безгранично, и говорили, что Аллах Тааля заранее, еще до создания нашей Вселенной, знал, где какие небесные тела будут, какие небесные тела будут согревать, так сказать, освещать другие, и на каких небесных телах будет жизнь, ну, в частности, земля. И кто будет жить, когда будет жить, и так далее, и тому подобное. Это Аллах Тааля заранее знал в своем извечном знании. И по мере того, как творения должны появляться, Аллах Тааля своей волей осуществляет свое знание, и оно превращается в реальность. Вот мы здесь сидим, то есть Аллах Тааля для нас создал и этот момент, и вот эти все наши деяния, которые мы осуществляем в этот момент, кто-то сидит, кто-то слушает, кто-то урок ведет, кто-то записывает и так далее и тому подобное. То есть вот, когда я указал на того, кто записывает, все повернулись туда. Вот поворот нашей головы – это тоже создание Аллаха Тааля. Мы сделали выбор, и это тоже создание Аллаху Тааля. И вот в этом заключается его сифат таквин. То есть, когда подошел момент, чтобы все посмотрели на того, кто записывает, тогда Аллах Тааля создал это деяние. И так далее, и тому подобное. Это относится и к каждому из нас, то есть к тому моменту, когда мы должны появиться на этот свет. Это относится и к разным видам, скажем, бытовой техники, электроники, которой мы сейчас пользуемся, ее же когда-то не было. Это вот последние 20 лет мы с этими благами познакомились и начали пользоваться. То есть до этого момента они не должны были возникнуть. Но когда настал момент, Аллах Тааля кому-то открыл знания, кому-то открыл технологии,
И благодаря этому своей волей, опосредованно, через нашу деятельность тоже, Аллаху Тааля сотворил эти вещи. И так далее, там подобное. То есть это касается всего, всех творений Аллаху Тааля. И если мы исключаем вот этот сифат Аллаху Тааля такуин, то следует вывод, что вещи и все предметы, и все должно произойти само по себе, произвольно. Но мы с вами, каждый из нас понимает, что ничто само по себе произойти не может. Даже вот этот столик для чтения Корана, его кто-то собрал. Мы все понимаем, что нужно из древесных стружек их с клеем перемешать, сделать плиту. Плиту, чтобы она была красивой, нужно ламинировать под соответствующий цвет. Потом большую плиту нужно нарезать на маленькие кусочки и соединить это евровинтами, саморезами, уголками и так далее и тому подобное. Каждый из нас это понимает. И мы с вами приводили пример, как в качестве примера приводили рассказ Абу Ханифы про корабль. Что тогда Абу Ханиф сказал? Если вот такой простой корабль сам по себе не может плыть по морю без команды, без капитана, то как вот этот огромный мир, более сложный, чем корабль, мог произойти сам по себе? Раз ничто само по себе произойти не может, следовательно, должен быть Создатель, а Создателю должен быть присущ сифат таквин создания. فهذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بوحدانيته وربوبيته كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان أمر الله قدرا مقدورا. И подводя промежуточный итог, имам Тахауи говорит, и вот это все, что мы до этого момента рассказали, о предопределении, о знании Аллаха Та'аля, вот этом сифате таквин, это все является одним из условий веры, уqad, иман, то есть узлов веры, узловых моментов. И усуль ма'рифати – это основа познания, валь-и'тирафи би-вахданiyatihi ва рубубиятихи, и признание единства Аллаха Та'аля, Его господства. Как Аллаху Та'аля по этому поводу в Коране сказал, и было деяние Аллаха Та'аля предписанным. То есть все, что мы с вами перечислили, это обязательно для веры. Это составляет основу познания Аллаха Та'аля. И без этого мы не можем познать единство Аллаха Та'аля, поскольку только единый, только всемогущий, только всезнающий может творить. А поскольку мир уже существует, то существование Аллаха Та'аля обязательно. То есть ведь каждый из нас понимает, что если мы видим перед собой тумбочку, то обязательно должен быть, скажем, тот монтажник, который ее, тот мебельщик, который ее собрал. Точно так же, раз мы открываем глаза и видим, что мир существует, значит, обязательно должен быть Создатель. И Создатель может быть только единым. Почему? Потому что мы с вами на предыдущих занятиях говорили, если мы допускаем, что Создателей двое, то, например, существует какой-нибудь воображаемый человек, Зейд, и одно божество хочет создать в нем жизнь, а другое создать в нем смерть. Две воли одновременно могут осуществиться? Нет, конечно, потому что это противоположности. Смерть и жизнь в одном и том же человеке быть не может. Это абсурд. Поэтому может осуществиться воля только одного. Это является подтверждением единства Аллаха Та'аля. И также рубубия, господство Аллаха Та'аля, то, что Он наш Создатель, то есть только признание вот всего, что мы перечислили, помогает признать нам Аллаха Та'аля в качестве Господа. А Господь подразумевает, что Он Создатель, дающий пропитание, оживляющий, умертвляющий и управляющий. И если мы это все признаем, то у нас есть
правильное представление о своем Господе, о своем Творце. «Вакана амруллахи кадран макдуром», мы с вами сказали, что было деяние Аллаху Тааля предписанным. То есть Аллах Тааля заранее знал. فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. Имам Тахави, продолжая, говорит: «Фавайлюль» – горе. А согласно некоторых тафсиров, «уайлюн» – это одна из долин ада. То есть имам Тахави говорит: горе тому человеку, который становится соперником Аллаху Тааля в вопросах предопределения. И своим больным сердцем, больным воображением, больным разумом этот человек пытается искать истину предопределения. Но, естественно, он ее найти не может, потому что разум человека ограничен. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. И он своим воображением пытается открыть ту тайну, которую Аллах Та'аля скрыл. Ее открыть невозможно, мы с вами говорили об этом. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. И чтобы человек о предопределении не сказал, любое его предопределение будет ложным, и в итоге он становится грешником. То есть на предыдущих занятиях мы с вами говорили, что Аллах Та'аля айльмуль гайб, скрытое знание, или вот это предопределение сделало айльмуль гайб, скрытым знанием. И никто, ни самый приближенный ангел, ни пророк в это знание проникнуть не может. Да, Аллах Та'аля в суре Джин, ее в конце делает исключение. Помимо тех посланников, которым Аллах Та'аля сам пожелает открыть. И поэтому мы знаем, что пророк, у него было много предсказаний о будущем. Допустим, в Коране, в самом начале суры Рум, повествуется о том, как сначала византийцы были побеждены, персы их победили. И через несколько лет, говорит Аллаху Та'аля, византийцы победят персов, и мусульмане этому обрадуются. Ну, потому что все равно те христиане, они немножко поближе к мусульманам, чем огнепоклонники. И эти события действительно произошли, но уже после ухода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть вот этот кусочек знаний предопределения Аллах Та'аля пожелал открыть пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и открыл. И оно сбылось. Также из многих хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем о многих событиях, которые должны произойти перед судным днем. И в частности, если посмотреть некоторые хадисы, мы с вами являемся свидетелями того, как предсказанное пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, оно превращается в реальность. Например, вот когда мы еще в 90-е годы в медресе учились, со своим устазом, преподавателем проходили хадис о том, что бедро человека сообщит ему о том, что его семья делает дома. Тогда у нас еще не было представления о том, что это будет. А сейчас это у нас есть у каждого в кармане. Пользуясь современным мобильным интернетом, установив на телефон необходимые приложения, дома поставив камеру, микрофон, можно получать информацию о том, что у тебя дома происходит. Есть современные также системы GPS, по-моему, если не ошибаюсь. Ты можешь уехать куда-нибудь за границу, отдыхать, и тебе поступает информация о том, что у тебя дома происходит. Нету ли пожара, не взломана ли дверь, ты все знаешь. Сегодня это есть. И эту вещь мы носим в кармане, там, где у нас бедро. Так что мы уже свидетели того, как это происходит. Но за исключением
только того объема, который Аллах Та'аля пожелал открыть. А помимо этого, как бы мы ни старались, будем ли мы как-то пытаться гадать, так сказать, на кофейной гуще, или на звезды как-то смотреть, гороскопы, или еще что-то, это все ошибочно. Это все ошибочно. И имам Тахауи говорит: «У'ада бима каля фихи аффакан афиман». В любом случае, кто бы, какое бы предсказание ни сделал, любой, неважно, Ванга, не Ванга, неважно кто, все будет в любом случае ошибочным. И у него действительно они предсказания очень туманные, их зачастую подгоняют под то или иное событие. Поэтому, что бы эти люди ни сказали, оно будет ложью, оно будет ошибочным, и в любом случае они совершают грех. Почему? Потому что пытаются проникнуть туда, куда Аллах Та'аля путь закрыл. Дальше имам Тахауи переходит к другой теме. Аль-Арш валь-Курси. Арш дословно переводится как трон, Курси как подножие трона. Ну, в фильмах видели, наверное, царь сидит на троне, и чтобы у него ноги не висели, там еще есть такая скамеечка или подставка под ноги. Но в акиде, в вероубеждении мы с вами не должны представлять стул и не должны представлять вот эту подставку под ноги. Из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы узнаем, что Арш и Курси – это грандиознейшие создания Аллаха Та'аля, которые мы познать не в состоянии. В хадисе сказано, что небеса и земля, то есть, скажем, вот та земля, на которой мы живем, и космос, который мы видим, подобны колечку, брошенному в пустыне, по сравнению с Курсием. А Курси подобен колечку, брошенному в пустыне, по сравнению с Аршем. Вот такие масштабы. То есть это грандиознейшие Курси и Арш, грандиознейшие создания Аллаха Та'аля, которые мы с вами неизвестно, сможем познать или не сможем познать, однако о них есть информация. То есть Аллах Та'аля нам открыл информацию, но для того, чтобы мы познали Его могущество, чтобы мы почувствовали себя немощными, беспомощными перед могуществом Аллаха Та'аля. Так вот, имам Тахауи по этому поводу говорит: «Валь-арш валь-курсию хаккун кама байяна фи китабихи». Имам Тахауи говорит, что арш, вот этот трон, и курси, вот это подножие условное, перевод условный. Или лучше будем пользоваться арабскими терминами. То есть арш и курси, говорит имам Тахауи, есть истина, как об этом сказано в Коране. Мы в Коране, из Корана узнаем, что и про трон узнаем, и аятуль курси после каждого намаза читаем. Поэтому, поскольку в Коране упомянуто, мы обязаны в это верить. وهو جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. Дальше имам Тахауи продолжает говорить: и он, Аллаху Та'аля, величественней и превыше того, чтобы нуждаться в троне и в том, что меньше трона. То есть Аллах Та'аля ни в чем не нуждается. ومحيط بكل شيء. Аллаху Та'аля охватывает любую вещь. وفوقه. И превыше ее. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ خَلْقَهُ. И Аллах Та'аля сделал так, что его создание не способны, они немощны, они не в состоянии его охватить. То есть мы с вами сказали, что вера в то, что арш и курси существуют, является обязательной. Но в то же время мы должны верить, что Аллах Та'аля ни в курсе, ни в арше, ни в чем другом не нуждается. То есть абсолютная сущность. Как в том же аяте Аль-Курси сказано: его не берет ни сон, ни дремота. Аллах Та'аля не нуждается ни в еде, ни в питье, ни в отдыхе, ни в себе подобных, ни в людях,
ни в чем не нуждается, он абсолютен. Мухитун бикулли шейин, Аллаху Та'аля своим знанием, своим могуществом, своей волей все охватывает, и ничто за вот эти рамки его могущества, воли, знаний выйти не может. О фаука он превыше всего. Здесь вот про фаука иногда говорят, что Аллаху Та'аля над. Но мы должны понимать, что речь не идет о физическом каком-то размещении, нахождении Аллаха Та'аля, поскольку физическое расположение, нахождение – это категория, присущая телам. Скажем, вот стол стоит на полу, или мы сидим на полу. Мы, создание, махлюк, нуждаемся в пространстве. Аллах Та'аля сам создатель пространства, и пространством не ограничен, он в нем не нуждается. Он превыше того, чтобы нуждаться в пространстве тоже. И поскольку Аллаху Та'аля, ему не присущи сифаты, присущие нам, творениям, поэтому мы не можем охватить его знанием. То есть Аллах Та'аля нам подарил 5 инструментов: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Но все эти инструменты ориентированы только на познание материи. А так как Аллах Та'аля не материален, он из молекул, атомов не состоит, мы его познать, охватить своим знанием не в состоянии. Только то, что он нам о себе сообщил. За границей того, что он нам сообщил, мы выйти с вами не в состоянии. وَنَقُولُ بِأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Продолжая, имам Тахави говорит, и мы говорим, что Аллаху Та'аля избрал себе Ибрахима, алейхиссалям, в качестве друга, приближенного, وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا, разговаривал с Мусой посредством речи. Но как это происходило, нам неизвестно. Как это быть другом Аллаху Та'аля? Мы понимаем, что вот в жизни мирской у нас может быть какой-то друг, который нам в этом помогает, в том помогает. Но друг есть наше подобие, он такой же человек, как мы. У него голова, 2 руки, 2 ноги, туловище и так далее, там подобное. А как это человек является другом Аллаха Та'аля, нам неизвестно. Но несмотря на это, мы должны в это верить, поскольку об этом сообщается в Коране. То же самое, Аллах Та'аля общался с Мусой посредством речи. Как это было? Мы знаем, что речь Аллаха Та'аля не является ни буквами, ни звуками. Почему? Потому что буквы – это материя, то есть это либо чернила, либо типографская краска на бумаге, и то, и другое состоит из химических элементов. А звук – то же самое материя. Наши голосовые связки создают колебания, эти колебания распространяются в воздухе. Тоже материя. Соответственно, как происходило это с Мусой, алейхиссалям? Возникала ли эта речь у него в голове как-то? Либо он слышал какой-то звук, у Аллаха а'лям. Нам неизвестен механизм, однако Аллах Та'аля об этом сообщил, и посредством божественной речи были ниспосланы писания, поэтому мы должны тоже в это верить. И завершает этот раздел имам Тахави словами «Иманан ва тасдикан ва таслиман». Здесь, можно сказать, перечисляется 3 степени нашей веры в это. Во-первых, мы в это верим, тасдикан, мы в это признаем. И третье, таслиман, мы подчиняемся этому. Как это понимать? То есть, во-первых, мы услышали и признали, да, это может быть. Мы в это верим. Тасдикан, мы утверждаем это как истину, как знание, которое не подвергаем сомнению. Но этого тоже недостаточно. Почему? Потому что, чтобы не возникал у нас вопрос «как?», а ведь на вопрос «как?» в отношении сифатов Аллаха Та'аля ответа нет, поэтому необходимо таслим, повиновение, подчинение. Ну, раз Аллах Та'аля сказал так, значит это так. То есть вот эти 3 степени веры, можно сказать, или 3 степени признания того, что Аллах Та'аля нам подарил, нам всем нужно иметь. То есть уверовать, не сомневаться и повиноваться.